В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В России стартовал новый сезон военно-патриотической игры «Зорница 2.0». В Якутии на базе Намского педагогического колледжа 10 апреля начались соревнования регионального этапа. Участвовать в игре могут как школьники, так и студенты со всех уголков республики. О проведении всероссийской игры «Зорницы» мы сегодня поговорим. Гость у нас в студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с того, что хотелось бы узнать вообще про саму игру, Всероссийскую военно-патриотическую «Зорница 2.0». Можно вот про нее немножко рассказать? В этом году Всероссийская военно-патриотическая игра «Зорница», конечно же, приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества, и у нас в республике, конечно же, году защитника Родины. Но если до позапрошлого года игра, она имела, такой вот хаосно, кто хотел, тот играл, кто как бы не отработал, тот не играет, да, по желанию было, да, то с прошлого года движение первых, всероссийское отделение движения первых, они все-таки упорядочили проведение этой игры. И вот уже второй год мы ее проводим на муниципальном уровне, потом на региональном уровне, потом дальневосточный этап проходит, да, между регионами Дальнего Востока. И завершается, конечно же, всероссийским этапом, где выявляется победитель по всей стране. В нашем регионе тоже, наш регион не остается в стороне. У нас сейчас проходят муниципальные этапы этой всероссийской игры. И на сегодняшний день из 36 районов, в 27 районах муниципальные этапы проведены. И буквально на днях, 17 числа, должны завершиться все муниципальные этапы. Региональные этапы, они идут тоже достаточно так упорядоченно. До конца июня мы должны завершить проведение региональных этапов. В этом месяце у нас прошел специальный региональный этап, так называемый, в Намском районе. Буквально на прошлой неделе там принимали участие отряды, студенты средних специальных учебных заведений. Да, всего более 20 учебных организаций у нас приняли участие, по итогам которого тоже определены у нас победители. В конце мая у нас будут играть младшая и средняя группа в городе Якутске, и в июне месяце горный район встречает уже старшеклассников. На что направлена игра? Какие там главные отделы есть у конкурса? Цель военно-патриотической игры — это, конечно же, патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, начиная с младшего школьного возраста, заканчивая, как уже сказала, студентами. И, конечно же, это все-таки то, что ребята должны научиться себя вести в экстремальных ситуациях. Это своего рода уроки мужества, это своего рода те военно-патриотические навыки, которые должны быть у любого гражданина, проживающего на территории Российской Федерации. И эта игра все-таки, она очень достаточно такая многозадачная. Это как бы игра и элементы каких-то военных действий имеют, но в то же время это и образовательную часть тоже имеет. Вообще по 14 основным направлениям разыгрывается игра. Это начиная от таких элементов, как тактическая медицина, да, боевая подготовка, сборка, разборка оружия, лазертаки, БПЛА и так далее. То, что вот сейчас в современном мире достаточно популярно. Но и в рамках этой игры ребята также встречаются и с участниками, ветеранами боевых действий, и какие-то уроки мужества проводятся, и с героями Российской Федерации и так далее. В Намцах на прошлой неделе принял участие герой Российской Федерации, исполняющий обязанности министра молодежи Игорь Васильевич Юргин, и как бы поделился тоже своим опытом и поставил определенные задачи перед детьми.
Вот последние 2 года проходит игра. Вот насколько большой охват вот увеличился за год, и все ли районы, например, задействованы в этой игре? Да, вообще за год мы отмечаем очень большую заинтересованность в муниципальных этапах. Если, ну, конечно, федеральные органы исполнительной власти, как в лице Росмолодежи и Движения первых, они ставят перед нами определенную задачу по охвату численности участников зорницы, то вообще на сегодняшний день мы эти показатели превысили уже на 7, ну, более 7%. И, в принципе, считаем, что задача достаточно неплохо выполняется у нас на уровне республики. И заинтересованность есть и органов местного самоуправления, так и школ, так и тех ребят, которые принимают участие. А есть ли какие-то цифры, может быть, к примеру, прошлого года, этого? Ну, в этом году порядка 27 тысяч детей у нас приняли участие, но на этом у нас цифра, в принципе, не заканчивается. Муниципальные этапы у нас будут проходить до 17 числа. По поводу вот как раз-таки сроков проведения регионального этапа, как это у вас происходит по времени? Основные региональные этапы для младшей и средней группы, они будут проходить в конце мая месяца. Это начиная с 26 мая и заканчивая 31 числом. Это у нас будут в городе Якутске соревноваться младшие категории, средние категории, это школьники. Ну и в старшей категории с 16 по 19 июня в селе Бердигастях будут проходить тоже региональный этап. Говоря о прошлом годе, в прошлом году у нас региональные этапы тоже проходили в селе Бердигастях горного района. И, конечно же, ну, нужно сказать, что все равно тот район, который принимает, они, наверное, ну, такие вот более так массово готовятся, да. И в прошлом году у нас горный район, кстати, занял первое место и приняли участие в окружном этапе. Ну и окружной этап, как правило, проходит летом и осенью проходит. Прошу прощения. Осенью проходит уже всероссийский этап, ближе к осени. То есть все эти 3 месяца не готовятся уже к всероссийскому этапу, а как потом уже у них на всероссийский этап, куда едут? Всероссийский этап у нас в прошлом году проходил в Москве, в этом году тоже город должен определиться. А в этом году окружной этап встречает Биробиджан, в прошлом году это был Хабаровский край. Расскажите про специальный этап, который прошел в селе Намцы вот на прошлой неделе. Да, в селе Намцы на прошлой неделе достаточно очень хорошо на высоком организационном уровне прошел у нас специальный региональный этап. Приняли участие эти учебные, учебные заведения. Это студенты средних специальных учебных заведений. Первое место у нас занял педагогический, Якутский педагогический колледж, второе место медицинский колледж и третье место Намский, тоже Намский педагогический колледж, они заняли третье место. Но вообще очень достаточно организованно прошло у нас мероприятие, приняли участие порядка 20 команд, это достаточно большое количество. Допустим, если мы говорим, что только второй год у нас проходит, ну, в таком масштабе, в таком уровне всероссийская игра зорницы. В каком городе команда победителей представит нашу республику? Вот вы сказали, Хабаровский край был в прошлом году. В этом году еврейский автономный округ Биробиджан. Но надеемся, что наши займут призовые места, так как мы видим, что достаточно хорошая подготовка идет и ну, начиная со школы, заканчивая это региональными этапами. А если нововведения какие-то вот в столице, может быть, к чему-то готовятся определенные участники? Ну, нововведения, они ежегодно все-таки присутствуют. Какие-то новые этапы, ну, как бы новые игры, они вводятся. Возможно, какие-то определенные
этапы, они все-таки убираются. Поэтому ну, они как бы планово проводятся, нововведения. Больших таких изменений в этом году по сравнению с прошлым годом нет. Это вот только среди старшей группы, да, не младшей? Это ну, среди всех. Среди всех. Ваши пожелания, может быть, участникам военно-патриотической игры «Зорница 2.0» и, может быть, как-то смотивируем детей принимать участие? Но на самом деле вот очень много в последние годы говорили о том, что в советское время вот были такие игры, да, военно-патриотические, что нужно это возобновлять и, ну, как на региональном уровне, так и на всероссийском уровне. В принципе, мы видим, что и федеральный центр смотрит на предложения населения, которые поступают ну, с обычных людей, да, и отрадно, что игра «Зорница», она все-таки взяла обороты и уже проводится в таком систематическом уровне. И я думаю, что те районы, которые еще не провели муниципальные этапы, проведут тоже на высоком организационном уровне и представят свои команды на региональном этапе. Региональный этап тоже мы достаточно ответственно проводится региональным отделением движения первые. И я думаю, что те команды, которые примут участие, они останутся удовлетворенными той организацией, которая пройдет. Ну и, конечно же, надеемся, что победит сильнейший. А только ли вот через движение первых, или это какие-то другие организации тоже могут принять? Ну, основной флагман — это движение первых, которое проводит у нас это мероприятие. Подключается, конечно же, у нас вообще распоряжение подписано, да, правительство, и создан организационный комитет под председательством зампреда правительства Ольги Валерьевны Балабкиной. И тут работает в целом достаточно большое количество людей. Это, ну, в первую очередь, конечно же, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Министерство молодежи и движение первых. Ну и, конечно же, те органы исполнительной власти, которые тоже имеют то или иное отношение, помогают в организации этого мероприятия. На всероссийском этапе это при поддержке Росмолодежи или? Да, конечно же, движение первых у нас в целом работает при поддержке и Министерства просвещения, и Росмолодежи, и, конечно же, проходят мероприятия при поддержке Минпросвещения, Росмолодежи. Но основным ответственным исполнителем, организатором является движение первых. Как на всероссийском уровне, так и на региональном, так и местные отделения движения первых проводят местные, ну, муниципальный этап «Зорницы». Спасибо, Надежда Вячеславовна, что сегодня пришли, рассказали такую подробную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.